республике возбуждено уголовное дело о покушении на убийство жителя региона. Неизвестный произвел в него не менее 7 выстрелов из пистолета калибра 9 мм. По данным следствия, инцидент произошел вечером 15 февраля возле ресторана «Терраса» в Сунже. Нападавший, личность которого пока не установлена, произвел несколько выстрелов в 41-летнего мужчину, причинив ему сквозное огнестрельное ранение бедра. Пострадавший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Производятся оперативно-розыскные мероприятия для установления личности подозреваемого и всех обстоятельств преступления. Расследование поручено следователям по особо важным делам. Преступление не было доведено злоумышленником до конца по независящим от него обстоятельствам. Он скрылся с места происшествия на автомобиле марки ВАЗ-21114. В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на автодороге Яндари-Сурхахи обнаружен автомобиль, который предположительно использовался злоумышленниками при совершении преступления. В настоящее время автомобиль осмотрен следователями по особо важным делам и следователями-криминалистами с применением криминалистической техники с целью обнаружения следов преступления. В Малгобекском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 4 человека. Инцидент произошел сегодня около 6:30 утра. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ допустил наезд на железобетонные блоки на 61-м километре автодороги Назрань-Малгобек-Нижний Курб-Терек. Водитель госпитализирован в Малгобекскую центральную районную больницу. Трое несовершеннолетних пассажиров, находившихся в автомобиле, доставлены в детскую республиканскую клиническую больницу. Их состояние оценивается как стабильное. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Всероссийская перепись населения должна быть проведена не позднее 2031 года. Точные сроки определит правительство Российской Федерации. Об этом сообщили в Росстате. Отмечается, что следующая перепись станет первой, в рамках которой будут использовать административные данные Единого федерального информационного регистра населения Российской Федерации. При этом у каждого жителя останется возможность самостоятельно внести в переписной лист сведения, которых нет в административных источниках. Такой подход гарантирует сохранение гарантии на самоопределение граждан, указали в Росстате. Последний раз всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Всего за первую неделю переписались почти 14 миллионов жителей России, в том числе 11 миллионов человек сделали это в формате онлайн. Полномочия родительских комитетов планируют закрепить в стратегии развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Представители всех субъектов Российской Федерации участвуют в разработке стратегии, в том числе эксперты из сферы образования, бизнес-сообществ, институтов развития и органов власти, а также ученые, общественные деятели и родители. Утвердить документ планируется в 2025 году. Госдума рассмотрит законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Необходимо перекрыть все лазейки, которые используют преступники для обмана и хищения средств граждан, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Законопроект был внесен в Госдуму правительством Российской Федерации. Проектом предлагается создать государственную информационную систему с записями голосов мошенников, установить запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры, а также ввести обязательную маркировку звонков с отображением наименования организации. По словам председателя Госдумы, законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке. Законопроект о запрете вейпов может быть рассмотрен Госдумой в весеннюю сессию. Соответствующая инициатива сейчас в проработке. Идет диалог с правительством, заявили в Думском комитете по молодежной политике. Ранее стало известно о том, что Роспотребнадзор поддерживает законопроект о запрете оборота в России вейпов. Закон, который увеличивает до 2 миллионов рублей максимальный размер штрафа за продажу несовершеннолетним вейпов, табака и кальянов, получил одобрение Совета Федерации. Минпросвещение России работает с депутатами Госдумы над инициативами по пресечению травли в школах. Любые проявления агрессивных действий в образовательной среде должны мгновенно пресекаться, и неважно, в отношении кого направлена травля – педагога или непосредственно самих обучающихся, заявила директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская. Правительство обновило правила предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам федеральных госучреждений с ненормированным рабочим днем. Они вступят в силу с 1 сентября. Претендовать на получение дополнительных выходных могут сотрудники, эпизодически привлекаемые к сверхурочному труду, включая работников, труд которых в течение рабочего дня не поддается точному учету, которые распределяют рабочее время по своему усмотрению или чье рабочее время по характеру деятельности делится на части неопределенной продолжительности. Причем такое право они имеют независимо от продолжительности работы в этих условиях.